Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Абигу началось в целом спортивном городке. Здесь рядом находится ледовая арена и дворец спорта, а уже скоро откроет свои двери еще один долгожданный объект. Министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину рассказывают о возможностях ФОКа. По контракту завершения у нас ноябрь месяц стоит. 2 года мы практически будем добиваться софинансирования. А срок у нас был 17 был? Да, изначально 17 ноября. Но так как финансирования не было. А в ноябре вы сдадите? Да, мы готовы сдать, но это прохождение денег. Максим Топилин и Махмуд Али Калиматов осмотрели спортивный комплекс и пообщались со строителями. Если среди рабочих местные. Наши, местные, безработицы, работы нет, нечего работать. Ну, специализация у нас одна. У нас бетон, камень. Ну не важно, сколько? Один человек. Один человек. На весь этот объект. А сколько нужно? Достаточно. Ну, допустим, фасадчики мы привлекаем. Контракт уже субподрядной организации. То есть фасад у нас привлекаем. А вы компания у вас строите? Да. Вы много строите, да? Ну, вот таких вот комплексов. В здании уже проложена необходимая электрика. Особое внимание уделили вентиляционной системе. Предусмотрены душевые, раздевалки и лифт. В строительстве таких объектов рабочие должны учитывать определенные технологические требования. Особое внимание уделили принципу водообмена. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строится по самым современным спортивным стандартам. В одну смену этот центр сможет принять до 70 человек. Здесь будут присмотрены 2 бассейна, один из которых для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот его будущий каркас, он будет отличаться от другого тем, что здесь будут особые технические условия, виды плавания и, разумеется, огромное внимание уделять безопасности. Следующий объект, который посетили почетные гости – новый детский сад в сельском поселении Барсуки. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 малышей. Это уже 3-й по счету такой объект в Барсуках. В двухэтажном здании расположены актовые спортивные залы. Особое внимание почетные гости уделили мерам пожарной безопасности. В дошкольном учреждении здание построено по всем государственным стандартам. Пожарные выходы есть. Памятки висят на каждом этаже. Да, это электронный. Максим Топилин и Махмуд Али Калиматов осмотрели детские площадки, поинтересовались у подрядчика, учитывались ли при строительстве экологически чистые материалы. Для каждой группы отдельная зона. Дождь будет лучше. Мокрая погода. Для любой погоды, учитываем. Это дерево. Дерево там. Сверху металл. А вот этот композитный материал. Список будущих воспитанников детского сада сформирован, и уже в ближайшее время здесь будут слышны детские голоса. Для получения качественного дошкольного образования все предусмотрено. Впрочем, снова за парты садятся и пенсионеры. С прошлого года в регионе реализуется программа «Старшее поколение», в рамках реализации которой люди в предпенсионном возрасте проходят курсы обучения и повышения квалификации. Такую переподготовку прошли и эти 15 человек. С этим событием их поздравили почетные гости. Очень важно с точки зрения того, что это и ваши знания, и зарплаты педагогов, и возможности потом найти лучшую работу. Хотелось бы, чтобы это происходило. Поэтому сегодня вот такое интересное событие. Я вас всех поздравляю. Я надеюсь, что это не просто было ради галочки, это дало вам определенные новые знания. Каждый из нас, в каком бы возрасте не был, я всегда стараюсь все время что-то читать, чему-то учиться новому. Это очень важно, когда ты находишься в этом процессе, потому что жизнь постоянно требует от нас с вами каких-то новых опытов, знаний, умений. Тогда все получится. Поэтому я вас поздравляю, желаю, чтобы у вас все произошло так, как вы себе запланировали. Надеюсь, те знания, которые вы получили, вы примените в той области работы, куда вы собираетесь, или были направлены, или у вас уже рабочие места есть. Но все-таки это когда приходит возраст или время, вы очень смелые люди, в действительности, что
берете и изучаете ту науку или специальность, которая сегодня востребована. Я искренне хочу пожелать, чтобы у вас всю жизнь не получалось. Хочу пожелать вам и житейского, и человеческого, семейного, еще доброго счастья. Проект «Старшее поколение» является частью национальной программы «Демография» и призван повысить качество и доступность медицинских социальных услуг для пожилого населения страны. Задача стоит в содействии в трудоустройстве пенсионеров путем их профессионального или дополнительного обучения, организации их досуга и формирования к ним уважительного отношения. Их успешная реализация видна в этих красных корочках. После успешного прохождения обучения собравшимся вручили дипломы. Обладателем заветной курочки стал и Алихан Кадзоев, начальник Кантышевской почты. Он 3 месяца обучался компьютерной грамотности и современному обслуживанию абонентов. С улицы Мчип, но возраст молодой доли пенсионный. Мы хотели бы еще дальше, но если придется по другому направлению, еще будем там стараться. Так, бесплатное обучение высокому технологии, высокому наукам. Мы очень благодарны за бесплатность, за внимание. Показатель федерального проекта по переобучению и созданию условий для трудовой занятости предпенсионеров в нашей республике не то что исполнили и даже перевыполнили. Из 97 запланированных специалистов курсы переподготовки сегодня проходит 112 человек. Обучают здесь по всем направлениям. Лена Сычоева, Жайдат Халухоева, Адам Далаков, Магомед Аскиев. Новости 24.